Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что скрыто от вас сейчас? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Это не классическая колода иллюминаты Таро, матовое покрытие с обеих сторон. Счастье. Счастливчик вы по жизни. Счастливые энергии. Близятся какие-то счастливые или интересные события в вашу жизнь. Положительного характера. Хорошо. Кто вы по характеристике? Давайте посмотрим. Какой вы человек? Вы сейчас отдаляетесь от всех в свои дела, в свое будущее. Смотрите вперед. Вы вот как-то, знаете, отодвинули на второй план действия, которые не приносят вам пользу. Вот, например, это может быть прогулка, болтовня ни о чем. Да, вот вы как-то настроены на что-то более серьезное. Вы хотите добиться какой-то однозначно цели сейчас. Человек такой целеустремленный, смотрит, который вперед. Здесь может быть даже самомотиватор, сами себя в чем-то мотивируете, продвигаетесь. Также вы человек, который несет на себе какую-то ношу, обязанности, может быть ответственность. Здесь ответственность может быть в любом виде, да, это могут быть дети, семья, работа, деятельность вообще какая-то, да и вообще все, что связано с домом, да, вот все как-то тащите на себе. У вас, можно так сказать, руки, да, вот именно имеют, может быть, даже какие-то мозоли, хотя вы женщина, вы можете выглядеть даже женственно, да, но вот ручки имеют мозоли. То есть здесь человек, который упертый, трудолюбивый, вы не стесняетесь выражать свое мнение. Вы человек, который прошел через какой-то обман. Может быть, даже сейчас пребываете в каких-то отношениях, где вы чувствуете, есть обман. У кого-то даже снятся по этому поводу какие-то кошмары о ком-то. Да, это может быть даже ваш человек, с которым вы сейчас проживаете или находитесь в отношениях. Здесь смотрят семейные люди, но я вижу, что здесь доверия в семье нет. Вы не верите своему партнеру. Здесь человек в чем-то уже прокололся в прошлом, что до сих пор есть какая-то обида. И может даже, знаете, такое недопонимание в какой-то степени. Но здесь идет со стороны человек вас недопонимает. А вы-то все прекрасно понимаете. Вы отвечаете, можно так сказать, той же монетой. Но здесь красавица, умница, растет, развивается. Здесь женщина вкладывается сейчас в себя, целеустремленная, смотрит куда-то вперед в цель. Говорю, свою цель. Поставила перед собой цель, не видит препятствий. Вы сейчас хотите добиться именно каких-то больших результатов. Вы хотите... Вы здесь убрали тех, кто вам не нужен, кто без толку только занимает какое-то ваше пространство, время и так далее. Также вы человек, который очень много думает о сохранении каких-то финансовых благ, средств и так далее. Может быть, даже копите на что-то или откладываете. Здесь дело о росте, здесь дело о какой-то прибыли. Также вы думаете или надеетесь на какую-то большую прибыль, на какой-то успех или, может быть, даже, да, здесь по карте шестерка жезлов, славе. То есть, может быть, в чем-то стать знаменитой или чтобы ваше дело приносило какую-то пользу или было известно вокруг. Здесь показываю человека, который постоянно двигается, который не сидит на месте, не складывает ручки. Даже если вы в апатичном состоянии, вы беретесь что-то делать или, по крайней мере, тем самым свое апатичное состояние можете закрывать какой-то деятельностью. Вы умеете сглаживать острые углы, вы можете переходить границы, когда это нужно, вы не даете, чтобы вам переходили какие-то границы. Притом вы сама на рожон не лезете, да, вот вы такой человек, когда на вас кто-то понесется с мечом, да, вот тогда вы ответите. А так первое вы лезть не будете. Также вы человек, который бунтарь, который выдумывает какие-то идеи. Все, идем, все делаем, да, встаем
идем, делаем, да, к какому-то движемся движению. Может быть, даже человек-революционер, создатель вообще чего-то. А вы, знаете, такой еще человек, который не прогибается под чье-то мнение. У вас есть какое-то четкое свое мнение, и из этого вы добиваетесь в жизни каких-то результатов. Я бы еще сказала, за вами однозначно есть, да, здесь какие-то похвалы, достижения, за что вас хвалят. Здесь, кстати, могут говорить, что вы чего-то добились на сегодняшний день. Но здесь первое, что выходит, это дьявольски обольстительная, красивая женщина. Притом она себя сама сделала, вкладывалась в себя. Здесь, кстати, я бы сказала, дело о расчете идет. Вы такая расчетливая, все просчитываете, продумываете каждый свой шаг, особенно когда это связано с деньгами. Сейчас есть какие-то переживания. О чем? О деньгах и о чувствах. Вы хотите сберечь какие-то деньги или накопить какие-то деньги. Здесь кто-то стремится, может быть, даже к какой-то независимости, полной независимости. Хочет уйти из каких-то токсичных отношений. Вы знаете, вот вы уже давно перерезали эту пуповину, просто вы это очень тщательно скрываете. Или же вы уже подаете какие-то сигналы, что мне что-то не нравится. Человек, который на самом деле держится за какую-то стабильность. Стабильность он видит в себе. Вы видите сама в себе эту стабильность. Вы ни на кого здесь не надеетесь, не рассчитываете. Вы надеетесь здесь на себя, на свои силы, на свои, может быть, даже навыки, что вы знаете и так далее. Хорошо, давайте мы посмотрим, что скрыто от вас сейчас. Что от вас сейчас скрыто? Если с вами проигрывает портрет, смотрим дальше. Что скрыто от вас сейчас? Здесь показывает то, что вы во что-то вкладывались, трудились над чем-то. Здесь будет вознаграждение. Денежное вознаграждение, я не скажу, что огромное. Здесь постепенное. И здесь, кстати, показывают, что минимум стресса. Не стрессуйте, не переживайте. Здесь самое главное — соблюдайте спокойствие. Здесь все идет своим чередом. И самое главное, почему здесь речь идет о спокойствии, когда вы спокойны, все начинает двигаться или идти к вам. Когда вы начинаете напрягаться, да, энергия как будто бы глушится или приостанавливается, да, все тормозится. Что скрыто от вас сейчас? Ненависть какой-то женщины по отношению к вам. Здесь зависть, касаемо это денег, финансов, достижений каких-то. Вы чего-то добились, получили. Здесь женщина очень завидует вашему достижению, продвижению. Тайно от вас это скрывает. Кстати, считает себя очень мудрой, начитанной, да, такой, которая имеет какие-то знания и так далее, но почему-то, да, вот ничего не получается. А у нее вот так вот с лихвой, да, все получается. Притом она не трудится, не старается. Здесь женщина думает о том, что вы ничего не делаете, но вы все бесплатно или легко получаете. Она здесь старается, трудиться. Притом, знаете, у вас какая-то такая внутренняя сильная энергия, которая притягивает к себе какие-то возможности. Вам главное быть в расслабленном состоянии. Дальше что? Что скрыто от вас сейчас? Ну, вот здесь опять про эту женщину идет разговор о том, что женщина скоро потеряет, вот из-за своей вот этой зависти, какой-то злости, она отдает тем самым кому-то, да, свою энергию. Отдает она ее вам, потому что она злится здесь на вас. Вы здесь что-то получите. А у нее вы почувствуете, или, может быть, кто-то поделится вам о ее потере. Вы можете узнать о ее потере каким-то образом, или она напрямую, может быть, вам скажет об этом, да, или, может быть, это в коллективе женщина кому-то расскажет, да, и понесется слух. Что-то она потеряла. Тем самым, знаете, вот смотрите, она вам в чем-то завидует, а вы за счет этого растете. Зависть не всегда есть плохо, если уж так подумать, да. Для кого-то это и выгодно. Вот особенности здесь для вас, да, вы плюете и идете дальше. Вот вы особо не обращайте на это внимание, на эту зависть. Правильно делаете. То есть тем самым вы забираете какую-то для себя энергию ресурса.
Здесь, кстати, у вас появилась даже какая-то энергичность. Кто-то здесь выспался хорошо, отдохнул хорошо, съездил, может быть, куда-то. У вас сейчас закрутятся такие ситуации в жизни, которые будут вас склонять. Научись этому чему-то. Вы начнете здесь обучаться новому или просматривать какие-то обучающие видео. Может быть, даже на том же самом YouTube, на этой площадке, да, будете что-то изучать. Здесь интересное что-то идет, связанное с какими-то новыми навыками, идеи здесь могут быть и так далее. Здесь может быть какая-то доля творчества по магу, я бы сказала, даже что-то, вот знаете, будете крутить, вертеть в своих руках. И у вас это будет очень хорошо получаться. Здесь на самом деле будете схватывать все быстренько, резко, моментально, да, так скажем, даже на лету. Здесь получится преодолеть какие-то препятствия, барьеры. Здесь даже, знаете, вы легко очень решите. Тут кто-то призовет какую-то силу. Вот вы можете, да, вот призвать на помощь какую-то силу. И вот знаете, буквально вот через несколько дней или даже в этот же момент силы придут помочь вам. Вот просто попросите, посмотрите в небо и попросите то, в чем вы хотите, чтобы вам помогли на данный момент. Здесь, знаете, могут даже вот как-то люди бояться вас, осторожничать с вами. Здесь чувствуют какую-то от вас ауру, что вот вы как-то влияете. Могут даже думать, что вы на самом деле колдунья, ведьма, да, или вот обладаете каким-то таким даром. Боятся вас. Здесь кто-то на вас скажет плохо, да, вот сразу же моментально получает вот сдачу, да, споткнется. И человек это понял, что все не просто так, и это делается уже не один раз. То машина не заводится, да, вот сразу поругавшись с вами или наплевавший на вас, да, вот тут уже сразу человек что-то получает. И это замечают, Вы под охраной высших сил, и вы еще, да, вдобавок, в придачу, скорее всего, обращаетесь за помощью к высшим силам. Вам здесь поддержка, помощь. На вас даже, вот знаете, обрушивается именно, я бы так сказала, шквал, да, какой-то зависти, какого-то недовольства. Но это все оборачивается потом для людей страхом или какими-то проблемами. Вы, кстати, можете об этом даже от некоторых знать, что у людей резко, да, подскакивает давление или спотыкаются, ломают руки, ноги. Ну, кто знает, да, у кого чего. То есть у каждого оно по-своему. Твое дело вот в твое тело. Когда вы чувствуете от кого-то негатив или прям напрямую на вас набрасывается, внутри себя проговаривайте вот моментально сразу. Твое дело в твое тело. Чтобы вас не коснулась какая-то негативная энергия. Очень много и больных людей. Что скрыто от вас сейчас? Что еще скрыто от вас? Мужчина в расстроенных чувствах. Люблю ее до безумия. Здесь даже такое желание сорваться. Здесь желание сорваться, приехать или взять и все бросить. Может быть, даже бросить какие-то и отношения ради вас. Здесь человек готов двигаться в вашу сторону. Но вы не даете шанс. Человек хочет к вам, но вы не даете шанс. Знаете, даже или вы даете сверху вот что-то такое есть, да, вот добивайся меня, делай что-то, да, вот я так просто тебе не дамся. Если ты бездействуешь, соответственно, я буду бездействовать. Я женщина, да, мне это дозволено. Я женщина. Я не бегаю за мужчинами. А в какое-то время вы его послали куда подальше даже. Или проявили себя так, что да пошел ты. У человека сейчас такое озарение, понимание, что с вами можно, оказывается, да, построить что-то серьезное, двигаться в вашу сторону. И здесь
То чувство, когда человек упустил какой-то важный момент в своей жизни. Ну, это вас. А второе, да, вот тут какая-то есть нелепость, глупость, детскость. По принципу я бы сказала, вот что-то такое незрелое. Незрелые слова даже. Вот просто выразился человек как-то глупо. С причудом, да, вот с придурковатостью, может быть, какой-то. Вы-то в нем видите мужика, да, с одной стороны внешне, но внутри видите это какое-то незрелое зерно. Вроде как созревшее, но внутри оно незрелое. Может, даже и гнилое. Вы рассудительные. Вы, кстати, тут человек понимает, что он в чем-то накосячил, и вы поступили вот как женщина, да, вот гордо, справедливо, правильно, да, вот я бы, если был бы на ее месте, там, женщиной, и на ее месте, то я бы именно так же и поступил бы. Да, человек чувствует, что накосячил, и видит, что если к вам сейчас есть такой некий страх, да, что к вам вот сейчас обратишься, она вот как-то не обратит внимания, или напишешь сообщение, а она вот как-то прочитает, да не ответит. Броня какая-то есть. У человека в этом есть страх, комплекс, что вы откажете или вообще закрутите еще сильнее у виска, да? Скажете, ты что, рехнулся? Такое чувство, как будто бы человека вы знаете, пишет и стирает, пишет и стирает. Внутри бесится. Внутри что-то вот дергают, какие-то позывы, иди к ней, какой-то голос говорит, да не надо, она меня сейчас пошлет, да, вот. Какое-то стеснение такое внутреннее. Хотя, да, со всеми он так, он работает или на какой-то должности важной. Вот там он себя ведет, да, так принципиально, важно, считает себя, может, в чем-то даже главным. Да, вот указывает, показывает пальцем. Ну, вот, в общем, такой герой. А вот вас, вы как будто бы к ногтю его прижали. Боится. Вы поступили, на самом деле, вот именно так, как должна поступить вот, да, гордая женщина. Та, которая ценит себя. Вот так вот именно показали, что со мной играть шутки не надо. Да? Я вам так скажу, вас дороги разводят, но мужчина высшей силы вас разводит. Скорее даже это не парный ваш человек, это человек такой вот, как мост в вашей жизни для того, чтобы вам на что-то указать, на вас или, может быть, даже, да, подкорректировать вас в чем-то. Вот так не отвечай, вот это не говори, а вообще бездействуй, а может игнорируй, или веди себя так, не так, как ты себя вела раньше. Может быть, раньше вы могли, понимаете, с добрыми наивными глазками смотреть, открыв рот, а вот сейчас уже, вот знаете, такое, я выбираю, я перебираю, да, хочу, не хочу, вот в каком-то таком плане. Именно в вас вот этого крепкого орешка прорабатывает, чтобы вы могли для себя, да, выбрать что-то лучшее тем самым. Потому что когда видят слабость женщины, да, этим пытаются вот как-то воспользоваться, особенно слабые мужчины. Вот так вот. Для вас, возможно, здесь что-то готовят такое посерьезнее, да. Непробивной орешек делают из вас. Чтобы сложно было добиться, да, сложных женщин добиваются сильные мужчины. Что скрыто от вас сейчас? Здесь показывает какой-то взмах, да, волшебной палочки. На самом деле, вот вы взмахнете волшебной палочкой, и все рассеется. Рассеются какие-то даже сомнения ваши. В чем-то вы сомневаетесь, переживаете, вот мгновенно. И это даже произойдет таким образом, когда здесь может быть манифестация, аффирмация или что-то произнесенное вслух. А вот просто возьмите где-нибудь, скорее всего, вам попадется какая-то вот именно ровная палочка, да? Встретите, может быть, где-то завалялась или на лавочке лежит, да кто знает. Возьмите эту палочку и взмахните ей. И вот пожелайте именно то, что вы хотите.
И оно обязательно произойдет. Особенно, знаете, вот я бы даже благодаря вот данной палочке рассеяла вот разные какие-то сомнения. Вот это больше для этого эта палочка послужит. Рассеять сомнения, увидеть путь ярче, четче. Куда мне идти, куда мне двигаться. Я вам так скажу, что буквально, да, буквально, быстро вас это даже поразит. Вроде бы простая палка там, что валяется, да, но вас быстро поразит сам результат, как это быстро все придет. Быстро придет ваше сознание, подсознание, голову и так далее. То есть вы можете даже в этот день, в этот момент, да, вот что-то вас озарит. Что-то такое новое, может быть, блестящая идея, новая идея. Здесь путь двигаться к чему-то новому. Здесь путь, который я не вижу сейчас, но я его увижу позже, да. Позже именно вот взмахните этой палочкой и вот попросите рассеять все сомнения, да, то, что мне мешает на пути, какие-то преграды, из-за чего я не вижу своего пути, предназначения, может даже какой-то и должности, да, или профессии там, и так далее. Кем мне быть, кем мне стать, и что вообще делать дальше, сразу будет прояснение. В любом виде. Это может быть подруга прибежала, рассказала чего-то, это новости могут быть какие-то, или новостная лента, но что-то вот резко придет к вам. Хорошо. Здесь, кстати, рассеется даже и какая-то у кого-то боль внутренняя. Это горе какое-то, может быть, это печаль, тоска, горевание по любви скорее, да, или мне сделали вот так больно, предали меня, обманули, да, изменили. Вот это все рассеется. Так рассеется, что потом ты на это будешь смотреть и думать. А я над этим сидела, да, переживала, стрессовала, плакала. Вот так. Здесь вот сразу, это моментально. Мне бы такую палочку. Ну, скорее вот у меня тоже, да, вот я смотрю свои даже расклады, натыкаюсь, когда именно методом тыка выбираю. Вот тоже происходит так. Вот особенно с белыми кроликами это вообще какой-то этот целый переворот, да, я их постоянно везде нахожу. Вот случайно вышла с парка, с сада, да, выхожу, а на лавочке сидит игрушка, белый кролик, резиновая. Вот и как это так можно, да, вот как будто бы специально что ли подложили, вот думаешь. Вот так же вот эта палочка найдется. И, возможно, даже, знаете, палочка будет чем-то напоминать, вот, или она будет очень красивая, да, или такая ровненькая палочка. От какого-нибудь дерева, может быть, да, сачок там. Так, что скрыто от вас сейчас? Но здесь такая внутренняя денежная энергия, она у вас будет раскрываться после этой палочки. Куда идти, чем мне заниматься, что мне принесет какую-то прибыль, что мне принесет, да, то, о чем я желаю. Может быть, желаю купить дом, да, там еще чего-то, машину. Вот как этого добиться. И это сразу будет видно. Да, вот здесь королева Пентакли это вот четкость. Это о четкости, это о конкретике какой-то. То есть здесь не будет чего-то размазанного там где-то. Здесь еще карта сила, которая утверждает это конкретно. Да, здесь можете даже вот, найдя палочку, очень сильно порадоваться. То чувство радости, да, и какое-то спокойствие, что вот наконец-то я что-то получила. Да, здесь будет прозрение, реальное прозрение. Здесь даже, я бы сказала, чувство не только о комфорте, но о стабильности, а той, которую вот вы как раз-таки хотите. Что скрыто от вас сейчас? Перемены. Вот после палочки пойдут сразу какие-то перемены. Такие серьезные, конкретные перемены. Вам даже, знаете, вы долго задумываться не будете, вы париться не будете. Вот так вот резко взяла и сделала вот что-то, и раз опять что-то, да, поменялось. То есть здесь человек, который конкретно знает, чего он хочет, куда он идет, что он делает и так далее. Один день изменит всю вашу жизнь. Одна какая-то встреча, одно какое-то слово, одно какое-то пожелание, одна какая-то записка, одно какое-то письмо, одно какое-то вот слово в интернете или где просто изменит всю вашу жизнь. Один какой-то ритуал. А вы знаете, вот практика аффирмации очень хорошая. Вы же себе верите? Верить, конечно. Вы больше кому доверяете? Себе. Соответственно, вот что я рекомендую делать в случае практики с аффирмациями. Аффирмации очень эффективные. Но вот послушайте меня сейчас сюда внимательно. Возьмите
любой диктофон, который у вас есть, в особенности в телефоне, можно скачать, может быть, я не знаю, ну хотя они в каждом телефоне есть эти диктофоны. И вы пишите на листочек те аффирмации, в которых вы нуждаетесь, да? И чтобы эти аффирмации не содержали частицу «не», потому что Вселенная, она не слышит частицу «не». Вот если вы скажете «я не хочу курить», да, то есть вы тем самым заявляете «я хочу курить». Все это должно быть написано в настоящем времени, без частицы «не». И вы пишете там «я красивая, я изобильная, я сама творец своей жизни, моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Да? Я магнит для денег и изобилия, я финансово независима». И вот все это запишите на диктофон, все выписанное. А потом что делаете? В течение месяца прослушивайте именно свою вот эту запись, свой голос утром, один раз утром и один раз вечером. Можете даже в Телеграме себе записать, да, там же есть вот этот диктофончик, сама себе прислать сообщение. Это уникально работает, как меняются все нейронные связи, как это все начинает действовать просто капитально, моментально, эффективно. Попробуйте, не отказывайтесь от данной практики. А давайте еще откроем сейчас, что скрыто от вас сейчас. Что скрыто от вас сейчас? Деньги. Деньги, стабильность. Причем здесь выходит, да, мужская энергия, здесь конкретно идет стабильность. Здесь то, о чем вы хотите, то, чего вы желаете. Даже получить, может быть, какой-то дом, это тоже же материальное. Здесь причем не просто, да, вот какая-то стабильность, это вот на постоянной основе. На постоянной основе, да, когда человек получает, может быть, какие-то стабильные заработки, притом те, которые его радуют, которые его возвышают, которые дают ему возможности двигаться дальше, что-то еще творить, делать. Здесь, я бы так сказала, перед вами открываются какие-то пути. Но это не просто вы пошли куда-то, да, открылся путь и все. Дальше еще опять возможности. Это вот как, знаете, открыть один магазин, а потом их целая сеть. Да, это больше вот возможностей. Из ниоткуда, из ничего, вот просто на ровном месте. Да? Луна показывает, у кого-то в ночное время суток может родиться какая-то внезапная резкая идея. Скорее, у большинства здесь проиграется в вечернее время суток, когда вы пойдете спать, вас что-то осенит по поводу идей, по поводу возможностей. Это придет внезапно и быстро. Здесь показывает вас на руководящая должность. Сама себе хозяйка, независимо ни от кого. Потом, знаете, вы снимите с себя какой-то ответственный груз, тяжелый груз. Здесь снятие этого груза. Рассеются и на самом деле какие-то проблемы. Сразу же, да, одновременно, когда человек может решить закрыть долги, там, погасить ипотеки, еще что-то. Здесь показывают, когда вы наслаждаетесь именно финансовым достатком. Здесь очень много о деньгах, девочки, мальчики. Здесь у кого-то вот реально стрельнет. Желаю вам удачи. Самая первая карта у нас вышла, колесо фортуны. Вам очень сильно в этом году повезет. Будьте внимательны и не пропускайте возможности. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был, кто присутствовал на данном раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.